Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Микаила Елезова на пост секретаря Ингушского отделения «Единой России». С прошлого года он занимает должность сенатора от Ингушетии в Совете Федерации, входит в Комитет по бюджету и финансовым рынкам. Как сообщается в телеграм-канале «Единой России», Дмитрий Медведев поддержал кандидатуры на посты секретарей 4 региональных отделений «Единой России». Обращаясь к кандидатам, Медведев отметил, что «Единая Россия» – это партия реальных дел. Выразил надежду, что и под руководством новых секретарей региональные партийные организации будут доказывать это своей работой. Уточняется, что окончательное решение по кандидатам примут региональные конференции и партии. В правительстве Ингушетии прошло заседание рабочей группы по борьбе со страховым мошенничеством под руководством вице-премьера Игоря Антонова. По данным Банка России, Ингушетия находится в зоне повышенного риска по страховому мошенничеству. Менее 30% автомобилей в регионе зарегистрированы по ОСАГО. Участники совещания пришли к выводам о необходимости проведения разъяснительной работы с автовладельцами, усилении контроля за соблюдением закона об ОСАГО и привлечении нарушителей к ответственности. Эту работу совместно будут проводить Министерство внутренних дел по республике и страховые компании. В 2025 году в рамках реализации проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в Ингушетии благоустроено 14 объектов. Сообщает Минсельхоз Республики в телеграм-канале. Работы проводились в сельских поселениях Инарки и Псидах Мулгобекского района, населенных пунктах Троицкая, Чумульга и Аршты Сунжинского района, Газиюрте и Плееве Назрановского района. На эти цели было направлено 23 миллиона 600 тысяч рублей. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может заработать в начале следующего года, рассказал вице-премьер страны Александр Новак. Ранее на полях делового форума в Эр-Рияде представители России и Саудовской Аравии подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов. Эксперты считают, что безвизовый режим станет мощным стимулом для туристического потока. Отмена виз будет способствовать росту взаимного интереса и расширению деловых и культурных связей. Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря 2025 года проиндексированную на 7,6% пенсию за январь. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что в следующем году индексация выплат произойдет именно 1 января, а не 1 февраля. Второе повышение выплат, как стало известно ранее, запланировано на 1 апреля. Часть пенсионеров также получит прибавку в августе и октябре. С 2026 года не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники смогут бесплатно пройти курсы профессиональной подготовки и получить свидетельство установленного образца, подтверждающее наличие профессиональных компетенций. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что данный закон расширит возможности получения девятиклассниками профессии. При этом учащимся предстоит еще раз пройти ГИА. По завершении обучения они получат сразу 2 документа – аттестат об образовании и документ о квалификации. Обучение будет проводиться в учебных заведениях среднего профессионального образования, учебных центрах предприятий и школах. Региональным властям предстоит утвердить, какие профессии и учреждения войдут в проект. Рост заболеваемости респираторными инфекциями в России, в том числе гриппом, продолжается, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди вирусов гриппа доминирует гонконгский штамм H3N2. Он составляет 89,9% от всех выделенных образцов. В ведомстве уточнили, что в рамках вакцинации против гриппа привито более 78 миллионов человек, что составляет 52,9% населения страны. Отмечается также рост заболеваемости COVID-19. На 48-й неделе рост составил 17,8%. Было зарегистрировано около 9700 случаев, добавили в Роспотребнадзоре.